Лето – это маленькая жизнь. И вот маленькую жизнь в этом году я решил посвятить тому, чего не сделал до этого почему-то, а именно изучению своего родного города Сыктывкара. Ну, а поможет мне в этом профессионал, сотрудник Национального музея Анна Мельникова. Анна, мы у первого, как говорят, по крайней мере, каменного дома в истории Усть-Сысольска. Большинство экскурсионного времени проведем на втором этаже. Что было на первом? У первого этажа было такое хозяйственное предназначение, о чем, кстати, говорит и внешний облик здания тоже. На первом этаже мы видим рустовку. Она как раз намекает на то, что это почти цокольный этаж. На первом этаже были складские помещения, кладовые, кухня была. Это если мы говорим о купеческом времени. А когда было уже училище, там располагалась комната смотрителя, ну и опять же тоже подсобные помещения. Ну, если вы еще не поняли, уважаемые зрители, мы у дома купца Суханова, в который мы прямо сейчас с вами и проследуем. Анна, ну, с главного и самого большого, если я правильно понимаю, это вот центральная самая большая комната, да, дома Суханова? Да, если мы говорим о купеческом времени, то здесь была такая парадная зала, где, возможно, проводились музыкальные вечера. Возможно? Да, вот, возможно. Фортепиано, вижу, пианино. Ну, это мы уже музейщики сюда поставили в 21 веке, да. Здесь, конечно, мог быть музыкальный инструмент, даже не то чтобы мог быть. Ну, скорее всего, Он обязан быть, да, в любом приличном доме, где растет девушка, должен был быть музыкальный инструмент, физгармония, там, что угодно, потому что она обязана была учиться, играть на нем. Ну да, музыкальное образование было на уровне как-нибудь духовного тоже образования. Первый главный вопрос я должен был задать как человек, который во всем сомневается. Вы первый, подходите, пожалуйста. Это точно первое каменное здание Усть-Сысольска? Илья, для того, чтобы дать вам максимально точный ответ на этот вопрос, я скажу, что это самое старинное здание, сохранившееся до сегодняшнего дня в городе. Не только каменное, но и вообще в принципе. Мы точно знаем, что примерно в это же время еще был каменный дом по улице Сухановской. Это современная Бабушкина. Другой ветви Сухановых, Алексея Ивановича Суханова. Примерно в это же время, но оно до наших дней не сохранилось. А сколько их всего было Сухановых? Поскольку к началу XIX века они проживали здесь достаточно долго уже, их было много. Среди них были люди, которые занимали пост городского главы, активно участвовали в городском самоуправлении, купечество. При всем многообразии Сухановых, в первую очередь, они были купцами, а потом уже получили какие-то государственные должности, я правильно понимаю? Но это даже не государственные должности, это должности как раз самоуправления. Чаще всего их занимали люди состоятельные, в нашем случае это купцы. Ясно. Насчет планировки. Вот этот балкон был тогда? Да, был, и при последней реконструкции вот его тоже сохранили. И сейчас мы его видим. И отсюда, я полагаю, старшие наблюдали за тем, как происходит здесь музыкальные вечера. Сколько людей здесь могло поместиться? Ну, чтобы было комфортно. Человек 30, хотя, чтобы танцевать еще при этом, 15-20. Для Усть-Сысольска того времени это было много? Конечно, да. Сколько населения тогда было? Если мы говорим про конец XIX века, то 4400 с небольшим. У балкона была только такая обзорная функция? Нет, конечно. Это ваше такое смелое предположение о том, что отсюда можно было наблюдать за теми, кто развлекается внизу. А так у него функциональное тоже есть предназначение. Какое? Попасть на чердак. А мы попадем? Нет. Почему? Потому что у меня нет ключа. Этот зал интересен тем, что здесь проходили такие переменки. Детям всегда на переменках нужно много места для того, чтобы порезвиться. Для активной деятельности, да. физической, да. Они сидели в классах, учились. На переменках могли выплеснуть свою энергию. Кроме того, когда была непогода за окном, здесь проходили гимнастические занятия. Ну, а вот за этими распашными дверями была учительская. Вот там. Да. Там сейчас сначала комната сказок, потом кабинеты сотрудников научных. А вот раньше здесь была учительская, и туда чуть левее был архив учебного заведения. В этом помещении была учительская. Сначала Усть-Сысольского уездного училища, потом оно было преобразовано в городское. И в 1912 году стало высшим начальным училищем. Ну, почему сейчас здесь много игрушек, поделок и рисунков?
Здесь такая своеобразная комната сказок, где мы видим разных героев, русских, коми-сказок, где дети имеют возможность творчески себя реализовать. Ну и вообще просто сюда можно прийти с семьей и поиграть. В зимнее время года насколько здесь было комфортно обучаться? Здесь же дети учились. Да, учились мальчишки 10-13 лет. Это вторая ступень образования. До этого они должны были окончить земскую школу, церковно-приходскую или министерскую. Здесь было достаточно много голландских печей. Вот тут вот в углу как раз на 4 комнаты была одна из голландских печей. Даже сейчас в современных условиях достаточно сложно протопить это здание. Я думаю, было прохладно. Но не будем забывать про тепло знаний. Я не знаю, насколько это было безопасно, конечно, топить сразу 4 комнаты отсюда, но раз все осталось, значит, было довольно-таки это разумно. Это 2 класс. В классах много света, естественным освещением максимально пользовались. Здесь был всего один вход, тут стояли парты, учительская доска. Этого выхода не было. Да. Это выход. Все комнаты были обособлены. И при купцах, когда здесь располагались спальни, и в то время, когда здесь было уже училище. Что это за шкаф? Это такой вот секретный шкаф книжный. Видите, и на ключ закрыт. А я открывается? Позволю себе, да. Ой. О, здорово, я подниму ничего. И присяду заодно. Это только потому, что здесь рядышком заведующей нет. Вы сейчас сидите на этом прекрасном диване 19 века. Да. Ну ничего, я отвечу за все. Да, и вторая створка такая же, да? Да. У меня бы дома так и не поместился. Вот да, мебель такая с размахом. Чувствуется, что помещений было много. Я всегда было путался. куда поставить. Клавесин, клавир. Мой преподаватель фортепиано меня бы не простил, конечно. Да, физгармония бы тоже обиделась. Это оригинальный инструмент, да. Он был здесь. Это очень каверзный вопрос. Здесь нет мебели, которая происходит именно из этого дома. В основном это мебель, которая происходит из разных семей города Усть-Сысольска, и в том числе и происходит из домов родственников Ивана Алексеевича Куратова. Именно сухановские предметы мебели до музея они не дошли. У нас есть сундуки, связанные с семьей Сухановых. У очень многих это здание, оно в первую очередь ассоциируется с историей города, да, и оно логично. Купцы, которые очень много сделали для этого города. Очень много храмов в нашем городе было построено на средства купцов Сухановых. Это и Троицкий собор, Покровская церковь, колокольня вплоть до шпиля. Это еще и церковь, которая сохранилась до нашего времени, Кладбищенская Кировская церковь Вознесения Господня. Ну, в общем, социальное партнерство. Да, во всей было, красе. Да, во всей красе. Но вот сейчас буквально пересекая эпоху, потому что этого прохода не было, да? Да. Изначально. Да, проход был вот здесь. Вот опять же, это была обособленная комната с одним входом и выходом в большую залу. Опять же, переменка. Все дети из всех классов выходят в общий зал. А теперь это экспозиция, посвященная, если не революции, то коммунистическому периоду. Да, здесь это история литературы 1-3 20 века, 20-30-е годы. Возвращаясь к вкладу Сухановых, они конкретно чем занимались? Чем торговали? Что продавали? Что покупали? Они вначале занимались транзитной торговлей, то есть они поставляли товары в Сибирь и оттуда вывозили. Ну и в том числе и коммерции самой, то есть они привозили в Сибирь товар редкий для той территории, это ткани разные, шелка, медные колокола, а вывозили оттуда пушнину. И уже пушниной торговали на московских рынках, великоустюжских и так далее. Они еще привозили вятское зерно в Архангельский порт морской, скупали у местного населения продукты охоты, пушнину и дичь. И скупали еще продукцию сельского хозяйства тоже вот по Вычегде, по Сысоле, и все это вывозили, продавали. По меркам Российской империи они были насколько успешны? Они были успешны. Вот даже строительство этого дома, оно обошлось им в очень круглую сумму. На начало 19 века это 6,5 тысяч серебром. Кроме того, сейчас примерно это... Это построить каменный двухэтажный дом в центре города. Вот столько примерно. С учетом земли, надо считать, что это место
Это центр города Усть-Сольска. Наиболее вот такие вот обжитые и такие присутственные места были как раз именно на улице Набережной, современной Кирова, и чуть выше там на улице Спасской. То есть это самые такие дорогие места для домостроения. Ну и сам по себе вот этот размах построить двухэтажный каменный дом в это время это было очень таким неподъемным. Но, правда, после этого буквально в 20-е годы их дела именно купеческие сходят на нет, и они то выходят из купеческого сословия в мещанское, то обратно получают шанс. В связи с этим они продали дом в городскую казну. Естественно, не от хорошей жизни. Но и кроме того, об их статусе говорит то, что одна из улиц на первоначальном плане Екатерины Великой была названа Сухановская. Больше никакого отпечатка именно этой территории на плане нет. Там либо по географическому принципу названы улицы, либо исходя из православных праздников, по расположению храмов. И вот только одна имеет непосредственное отношение к нашему городу, к нашей местности. У них были недоброжелатели? Конечно, да. Самый такой вот известный случай – это нападение на усадьбу Сухановых 1739 года во времена императрицы Анны Иоанновны. Усадьба находилась? Сложно сказать, но примерно полагают, что в этом же месте. Плюс-минус. Жертвы были? И дом подожгли, он был уничтожен, и были и человеческие жертвы. Ну и вот это вот одна из самых распространенных легенд нашего города о том, что именно после этого нападения прорыли подземный ход. Скорее всего, это было достаточно мощное такое вот техническое сооружение. Неизвестно, когда именно все-таки его сделали, но надо сказать, что и те же преподаватели и ученики городского училища, они в огороде своего училища находили вход в это подземелье. И преподаватели потом зафиксировали в своих трудах. Вот Петр Петрович Ползунов написал такой обширный труд по истории городского училища. И там написал, что вместе с учениками и его предшественник, преподаватель Курбатов, обнаруживали вход. Курбатов писал и о том, что видел бревенчатый свод. Он немножечко прополз внутрь. Увидел какой-то каменный булыжник, который, судя по всему, закрывал вход, возможно, в склеп. Петр Ползунов сделал такое предположение, что, возможно, Сухановы там прятали свои сокровища. А сейчас остались какие-либо свидетельства о том, где он находится? Ну, территория не такая большая, можно перекопать, наверное. Да. Последние свидетельства, о которых я знаю, это уже 20-е годы, в частности, 25-й год, 1925 год, скоро уже будет 100 лет, когда копали Набережную улицу и, опять же, наткнулись на этот ход только уже в районе улицы Кирова. Вот. То есть, судя по всему, по траектории вход действительно шел примерно с этой территории, спускался вниз под Троицким собором и выходил к реке. Конечно, да, вот это самый популярный вопрос, чего вы не откопаете этот ход? Потому что масса грантов действующих. Мне кажется, на эти цели вполне можно доказать, что это необходимо и возможно. Я думаю, в ближайшее время, в ближайшие годы этим надо будет вплотную заняться и сделать это. И мы это снимем обязательно. Анна, это похоже на рабочий кабинет. Что было здесь до этого? В купеческое время это была спальня, а во время училища это был очередной классный кабинет. То есть здесь располагался класс. Вот училище, оно было сначала трехклассным, и поэтому им помещений второго этажа достаточно хватало. Тут вот как раз мы с вами 2 класса уже прошли, и это 3-й. Но как только училище стало 4-классным, решили переоборудовать 1-й этаж под 1-й класс. Я вижу уже, получается, 3-й по счету клавишный инструмент. Это говорит о том, что музыка была обязательной составляющей фактически любой дисциплины, от арифметики до, собственно, музыкального дела. Это очень прекрасно, это замечательно. Я надеюсь, что так будет в современной системе образования. Да, и у них, в принципе, даже вот в учебной программе было сначала церковное пение, а потом уроки музыки обязательно. Музыка везде.
Ну и это, получается, последняя комната. Сегодня она посвящена, как я вижу, финно-угорской тематике, нашим братским народам и республикам. И вот это окно, каменная кладка. Я правильно понимаю, что это та самая кладка? Да, когда делали последний ремонт, пришла такая очень светлая идея в голову музеифицировать и показать кирпичную кладку начала 19 века, для того, чтобы посетитель видел, что это за кирпич. Кстати говоря, возводя любой объект в Усть-Сысольске, будь то церковь, тот же Троицкий собор, будь то вот это здание, нужно было сначала наладить производство кирпича, потому что к этому времени у нас кирпичных заводов и каких-то постоянно действующих кустарных производств не было. Хочешь построить, организуешь производство кирпича, ну и потом уже из этого кирпича строишь. А принципиально чем-то отличается этот кирпич от нынешнего? Я думаю, состава. состав, да. У нас очень много таких историй, когда, разбирая храмы, в нашем городе в частности, потом строили новые объекты из этого же кирпича. Угу. И если сейчас мы разберем любой объект в городе кирпичный, начала 2000-х, мы из этого кирпича что потом? Кроме того, что Крошки. посыпем на дорогу, да. Кроме крошки, да. Троицкий собор, когда разбирали, часть кирпича шла, например, на строительство первого корпуса КГПИ. Когда Стефановский храм разбирали, часть пошла на строительство электростанции в лесозаводе. Не хватало производства кирпича. Хотя в то время уже Дырновский кирпичный завод уже был. Но зато делали на совесть. В этот ветреный день, Анна, вторая остановка на нашем туристическом маршруте – это нынешнее коммунистическое 6, это вот здание за нашими, получается, спинами. Чем оно знаменательно? Сейчас тем, что там располагается Национальный музей Республики Коми, отдел природы и выставочные залы. Некогда это был тоже купеческий дом. Причем не просто купеческий дом, а торговый дом наследников Дмитрия Кириаковича Безбожьего. Почему сразу наследников? Потому что Дмитрий Кириакович сам успел только купить участок под строительство этого дома еще в 1901 году. Место, надо сказать, он выбрал потрясающее. Часть улицы Трехсвятительской, вокруг только деревянные постройки, на углу здания уездной земской управы, на площади Стефановский храм. Место, наверное, одно из самых дорогих. В 1901 году он выкупил эту землю, а уже потом наследники его в 1910 году в городскую управу подали прошение о том, чтобы построить на месте, квартал 17, место плановое номер 308, особняк. И по традициям того времени нужно было предоставить план застройки и как будет выглядеть здание по парадному фасаду. И как оно выглядело? Оно выглядело так же, как сейчас? Мы к сегодняшнему дню не досчитались балкончика на втором этаже парадного фасада. Фасады. Да, это, конечно, украшало очень здание. Балкончик продержался до 60-х годов. И еще, поскольку это было торговое заведение, нужно было побольше дверных проемов. По парадному фасаду было еще плюс 2 двери. А вот эта вот крайняя правая дверь, она вела исключительно только на второй этаж. На втором этаже располагались жилые помещения. Торговый дом основала уже вдова Дмитрия Кириаковича Александра Федоровна и ее 2 сына. Ну вот они считаются наследниками. Да, это троица, да, и есть наследники. Они построили дом очень быстро, всего лишь за один вот сезон, весна, лето, осень 1912 года. И открыли торговый дом на первом этаже, на втором этаже, как обычно, жилые помещения располагались. В сравнении с нашей предыдущей туристической точкой, домом Суханова, где было дороже строить тогда? На нынешней Орджоникидзе или на нынешней коммунистической? Центр города, он неминуемо всегда смещается. Если мы говорим про 19 век, вот улица Набережная, там было лобное место в городе, самое престижное место на тот момент, то уже в конце 19-го, в начале 20 века улица Спасская, современная советская, это основная улица. Это улица, где открываются лавки купеческие, где располагаются и разные учебные заведения, и та же земская управа, плюс еще храм, который стоит на площади. К этому периоду, к началу 20 века, это было место очень престижное.
Мне кажется, купцы сами определяли престижность места. У нас по пальцам можно пересчитать здания, которые были построены под влиянием каких-нибудь архитектурных стилей. А в это время еще царствует стиль модерн. И здесь мы видим влияние этого стиля. Естественно, такое здание интересное, немножечко вычурное, оно придавало колорит нашему городу. Дом Суханова был первым каменным зданием. Каким по счету было это? Ну, хотя Сложно бы сказать. Ну, десятки. Уже второй десяток. Так, Анна, с архитектурным стилем мы определились, это модерн. Надо сказать, что модерн не ярко выраженный, но все-таки прослеживается, да, влияние. Например, для стиля модерн характерны женские образы. С правой стороны мы видим образ женщины, он с двух сторон был. Он был симметричен, но, видимо... Да, но вот сохранился только один. Модерну характерна асимметрия. Архитектор создал асимметрию с помощью вот этого бокового ризолита. Он вот выступает из общего объема здания. И боковой ризолит, он заканчивается атиком. И на самом верху атика такая картуш большая, которая сейчас пустая. Невооруженным взглядом заметно, вот в той части, как раз, которая считается выступающей, замазаны название либо какое-либо изображение. Что там было? Скорее всего, там написано «Торговля Дмитрия Кирьяковича Кузьбожева». А замазано после того, как национализировали здание в 1918 году. И здесь расположились совершенно другие уже учреждения. В том числе на первом этаже была аптека, было и торговое заведение, на втором этаже был городской комитет партии, областной комитет партии. Очень многие помнят, что в 60-е до 71 года был магазин спорттоваров на первом этаже, и вот с 71 года полностью здание занимает художественный музей. Ну и так, Анна, это боковой вид нашего пункта туристического. И мы видим стык эпох начала 20 века и, наверное, предположу, что середины 20 века. Что и когда здесь было построено, для чего самое главное? Исторический объем здания, он заканчивается после третьего окошка открытого. И дальше уже идут пристройки. Первая пристройка, она вот заканчивается вот такими горизонтальными окошками. Потом в 1979 году у нас проходила крупная выставка «Советский север» художественная. Специально к этой выставке решили расширить выставочные пространства художественного музея. И к выставке сделали дополнительную пристройку, надстроили второй этаж и вот эту вот трехэтажную часть. К этому времени художественный музей занимал уже полностью целиком все здание. Все магазины, в том числе и спорттовары, к этому времени уже выехали. И к 1979 году уже до конца оформилось полностью все здание в таком виде, в котором мы видим его сейчас. Несмотря на то, что самый массивный художественный объект, ну, визуально, по крайней мере, он принадлежит к советскому периоду, мы здесь не для этого. Наверное, что-то исторически нам другое интересно здесь. Если рассматривать интерьер этого здания, то мы сейчас находимся на лестничном марше, где сохранились и элементы интерьера начала 20 века. Тут вот мы видим подперильную решетку чугунную, тоже выполненную в стиле модерн, возможно, на Нюфчинском чугунно-литейном заводе, потому что заказ очень большой, и привозить из более отдаленных заводов, наверное, было бы сложно и очень дорого. Поэтому есть вот такое предположение, клейм нет на этой решетке, но есть предположение о том, что сделали у нас в Нюфчине. Ну и на полу мы видим метлаховскую плитку, тоже начало 20 века. Вот эта плитка? Да, начало 20 века, но здесь надо быть осторожными, потому что, с одной стороны, у нас нет возможности посмотреть клеймо, которое располагается на оборотной стороне плитки, потому что плитка настолько хорошо сидит. Но в России метлаховской плиткой в начале 20 века называли все что угодно. Цветную, небольшую по площади красивую плитку называли метлаховской. То есть это не обязательно немецкое производство, но вот красивая, хорошего качества, цветная, она вся могла носить название метлаховская. В первую очередь, очень хорошего качества, потому что 100 с лишним лет и повреждено очень небольшой процент, несмотря на то, что здесь перемещались не очень, может быть, серьезные грузы, но все-таки что-то на нее падало. Но много детей. Мы все-таки, да, музей, и строятся выставки, постоянно какие-то вот грузы переносятся туда-сюда, и выставочное оборудование, и эта метлаховская плитка, она все выдерживает.
Ну и Анна, наконец-то мы внутри торгового дома наследников Кусть-Божего. Это первый этаж, это бывшее торговое помещение. В первую очередь, я забыл, по-моему, спросить, чем наследники его занимались в коммерческом смысле? Ну, они были очень предприимчивыми. У них было 3 лавки по всему городу, в том числе на Рыночной площади была 1 лавка. Они занимались продажей и оптовой, и розничной, продавали продукты питания, продовольствие. Кроме того, у них было предприятие по скупке пушнины и дичи, потом продавали ее в центр. Была своя пекарня, такой вот круг различных заведений. И все располагалось заведений. Вот на этих квадратных метрах? Нет, после того, как в 2012 году они открыли здесь торговый дом, и здесь продавали только продукты. Да, продовольственные товары. Сейчас мы здесь видим, очевидно, какую-то детскую выставку. То, что мы снаружи видели, это новая достройка. И подъем вот этот тоже остался. Я думаю, да, с внутренним интерьером говорить очень сложно, потому что план не сохранился. Единственное, только вот по каким-то внешним признакам можно судить. Да? Вот мы видели с вами, где начинается пристройка, и вот здесь вот, значит, вот этой стеной заканчивается исторический объем здания. То есть каких-либо элементов фотофиксации о том, как это все внутри происходило, у нас не осталось. Вот, к сожалению, вообще интерьерных фотографий в наших фондах очень мало. А именно внутри этого здания, может, когда-нибудь еще придет фотография, но на сегодняшний день нет. Да, может быть, у кого-то в архивах случайно она не то чтобы завалялась, но сохранилась. Мы ждем ее обязательно в Национальный музей Республики Коми. Увы, но на этом первый выпуск Коми Инкогнито, посвященного туристическому маршруту по Усть-Сысольску, завершен. Я не зря акцентировал внимание на числительном, поскольку мы приложим максимум усилий для того, чтобы продолжить знакомить вас с историей нашего любимого города. Знайте, а значит, любите свою историю. До новых встреч!